Всем привет! В этом видео будем обозревать последние работы мои. Это якутские ножи на шею, то бишь с шейным подвесом. Сразу прошу простить, но видео по изготовлению, как вы любите, с красивой музыкой, с красивыми картинками, не будет, потому что я не снимал, решил отдохнуть от этого, сосредоточиться полностью на изготовлении. Поэтому сильно не пинайте, дальше будет все штатно, все как вы любите. Итак, из новшеств. Новая сталь, точнее не то, что новая сталь, я ее на якутские клинки раньше никогда не ставил. То есть 9ХС у меня раньше была только на классических клинках. Теперь я попробовал ее поставить на якутские клинки. И самый большой, по-моему, самая большая партия. Больше 7 или 7 я раньше никогда не делал. Но могу ошибиться, если что, поправите меня. Такие вот бусины я попробовал сделать. То есть она как пряжка. И у ремня сделана пористая часть, залита эпоксидкой, чтобы нигде ничего не поломалось. И вот так вот завернутую. Я тут, конечно, накрутил, потому что хотел просто пропустить ее. Но окна сделал слишком большие, и поэтому она как бы ездит по двум шнуркам свободно. Поэтому пришлось вот так вот пропустить еще, обернуть изнутри и так пропустить. Свободный конец не обрезан, оставлен запас, чтобы можно было под любую комплекцию, под любые габариты там все это под себя сдвинуть, сделать. То есть она нужна для того, чтобы регулировать размер тесемки. Значит, подвес реализован, как обычно, через 4 отверстия, вот так вот. Якутские ножи все вот эти вот для правши. Сразу вам хочу сказать, чтобы никто не перепутал. Для правши, соответственно, нож в ножнах формовался. То есть здесь, в принципе, реализована посадка любой стороной. То есть клинок можно вставлять как так, так и так. То есть по-любому. Но вот таким вот положением, долом как бы наружу, да, он вставляется лучше всего, потому что кожа формовалась именно по ножу, когда он был вот в таком положении. Вот в таком положении он тоже, в принципе, вставится, да, но уже туго. До конца не хочу засовывать, потом тяжело будет доставать. То есть долом наружу, вот сюда. То есть сделано это специально, грубо говоря, там нож у нас висит на груди, вы его придерживаете левой рукой и там правой рукой достаете. Причем такой интересный момент, как не бояться доставать нож и при этом ничего не отрезать, там ни устья, ничего. Надо просто запомнить, с какой стороны у вас обух, и когда вы достаете нож, нужно прижимать его обухом вот в эту сторону. Тогда вы никогда не прорежете ничего. Причем можно доставать даже достаточно резко. Да, немножко давления оказывать на обух. Все, вот он у вас и также засунул. И надо привыкнуть просто к положению ножа. Так, что еще? Идея была создать ножи именно изящные, не широкие. У меня обычно якутские ножи, они шире. Здесь я решил сделать их именно вот такими вот узенькими, изящными. Значит, длина клинка у всех приблизительно в среднем 100 мм, не длиннее. Рукоять 105 мм. Соответственно, ножи получились в среднем достаточно длинные, где-то 22 сантиметра. Поэтому шейники, они такие себе, если честно. Кому-то может быть и нормально, кому-то может быть велико придется. Можно было, конечно, уменьшать габариты, но только за счет длины клинка. Можно было делать клинок 90 мм, тогда бы габариты всего ножа уменьшились там на сантиметр, да. Потому что, рукоять 105 мм, она и так уже маленькая. Посмотрите, куда тут можно, конечно, еще 5 мм срезать, но это такое уже. А так, в принципе, ножи получились достаточно рабочие. В принципе, вполне себе рабочий нож. У меня рука не шибко здоровая, там, какая у меня там, перчатка, по-моему, 9,5 размер. Вот так вот в моей руке выглядит он, да. Ну что, давайте тогда, вроде бы все сказал, да, общего такого. Давайте теперь посмотрим на сами ножи. Значит, первый, это у нас карельская береза. Ее мне прислал Андрей Рогов в подарок давно, уже, наверное, года 2 назад. Только сейчас дошли руки до нее. Причем карельская береза, она такая интересная, она еще с какой-то свелеватостью, как сувель. Как будто смесь карельской березы и сувеля, что-то такое. Отверстие здесь единственное, я забыл просверлить, поэтому сверлил его после пропитки. Но уже пропитывать не стал, вот так. Здесь присутствует на всех ножах, в этом месте такая щель, отверстие.
потому что кожа толстая, 3,5 мм. Ее сформовать так, чтобы здесь было глухо, у меня пока не получается. Вот такой шов. Кожа 3,5 мм растительного дубления, пропитанная воском Салтон обувным, прозрачным, с норковым маслом. Он прикольно пахнет, нравится мне. Вот. Кожа принимает его охотно, большое количество. И после этого такое вот бархатистое что-то на ощупь появляется у нее. Значит, подвес, как я уже не помню, говорил, не говорил, через 4 отверстия, тесемка 4 мм. Вот там вот 2 стежка. Вот из-за этих стежков ножи достаются и одеваются пока достаточно тяжело, но постепенно все это разрабатывается. Значит, кожа внутри не крашеная, кому-то это не нравится, кто-то меня призывал красить внутри кожу, но я что-то не хочу пока. Ну вот. Так, теперь вот такой вот клинок, в смысле рукоятка. Здесь рисунок поинтереснее, но специально так подобрано. Вот, рукоять в сечении не яйцо классическое, а эллипс, для, ну, чтобы реализовать посадку любой стороной. Потому что кожа отформуется. Если бы было яйцо, кожа бы тоже отформовалась под яйцо, и перевернуть нож и вставить другой стороной было бы уже нельзя. Значит, здесь рог подобран специально узенький, то есть, чтобы вот по максимуму после шлифовки сохранить вот эту вот необработанную поверхность, потому что она клевая. Ну, короче, нравится мне. Вот, подгонка больстера на разных ножах по-разному. Где-то лучше получилось, где-то хуже. Вообще якутский клинок у меня тяжело получается подгонять, потому что он такой весь нестандартный. Ну и я там немножко отвлекся и насверлил, короче, лишних дырок. То есть машинный сатин оставлен 200 номера. Сведены ножи тонко, без подводов. Очень тонко. Соответственно, эти ножи не для рубки гвоздей и вскрывания консервных банок. Поэтому эти ножи для того, чтобы ими резать, товарищи. Учтите это. Потом, что еще? Кто-то не знает, что 9ХС это углеродка, она ржавеет. Поэтому за ней нужен уход. Но я вам сразу скажу, что даже если прям сильно ухаживать за ножом и следить за ним, он все равно со временем, если он у вас рабочий, если он у вас будет работать, он все равно со временем начнет темнеть. Ржавчины там не будет, конечно, вот, но он такой патиной будет у вас покрываться, поэтому не пугайтесь. Соответственно, если вам это совсем не нравится, тогда вам нужно смотреть ножи из нержавейки. Ну или там коррозионно-стойкие ножи, типа из Х12МФ там, или клапан, или что-то типа. Так, погнали. Значит, длина клинка у нас 103 мм, толщина в обухе 3 с небольшим, 3,2, наверное, ширина 19 мм. Значит, длина рукояти 105, как я уже сказал. Нож в ножнах фиксируется плотно достаточно, поэтому за этим придется следить. Так, второй товарищ, это у нас орех кавказский, но он очень светлый. Ну, видимо, это заболонь, светлая часть. Вот, значит, отверстие есть, подгонка кожи, шов, торец. Вот так вот. Это самый широкий клинок, здесь самый широкий дол. Соответственно, здесь у нас уже рог северного оленя, он вот такой вот серую поверхность необработанную имеет. Подгонка больстера вот такая. Здесь вот такая вот. Вот все щели, которые есть, они залиты суперклеем, эпоксидкой, смешанной с роговой пылью. Ну и пористая часть суперклеем замазана. Здесь вот видите, светлый какой орех. Значит, здесь из такого есть, из косяков, вот, как бы видите, трещина, да? Вот она, черная. Она тоже суперклеем залита. Я ее с торца вроде как не наблюдал, а потом после шлифовки я ее увидел. Ну, естественно, вот как бы вот так. Она никуда не должна деться, потому что здесь больстер, с одной стороны, ее как бы приклеен и удерживает. И где-то, и вот здесь еще одна, видите? То есть, вот.
в этом месте. Но все то же самое, стабильно. Вот, а здесь как бы с этой стороны все нормально. То есть это нож такой достаточно широкий уже, ухватистый. Вот так вот выглядит. Его параметры: 101 мм в длину, меньше 3 мм он в толщину, наверное, даже 2,5 мм. И в ширину он 22 мм. Здесь тоже машинный сатин. Ну, небольшой, вот здесь вот уже наблюдается подвод. Вот так. Вот этот нож нормально в ножнах заходит и достается. Термоясень собственного запекания. Следующий нож. Подгонка кожаной части. Шов. Торец. Отверстие. Вот такой вот нож. Здесь сучок на рукояти вылез. Вот, тоже застабилен суперклеем. Ну, где-то. Так, подгонка больстера. Вот видно, клей, да, поблескивает. Вот такой вот машинный сатин. Кончики у всех очень-очень деликатные, очень тонкие. Поэтому не надо, опять же, шибко ковырять что-нибудь металлическое. Ну и не металлическое тоже с умом ковырять надо. Так, тоже эллипс. Здесь вот сердцевина такая. Вот, что еще интересного рассказать такого? Вот это вот следующий нож. Это орешник, лещина. Она абсолютно светлая, но я решил ее немножко состарить. Вот таким вот морилочкой прошелся. И она очень интересно стала выглядеть. Это, кстати, получился один из любимых моих ножей по форме. То есть я не знаю почему, но вот он мне очень нравится. Вроде бы и материалы простые, там, казалось бы, вот там карельская береза есть, да. Но почему-то мне вот это вот нравится нож. Давайте сразу посмотрим. Подгонка кожи. Отверстие. Шов. Торец кожи. Вот сам ножик. Вот такие вот формы мне почему-то очень импонируют у якутского ножа. Вот. Подгонка больстера. У нас тут рабочие шумят. Сосед строится, поэтому прошу прощения за шум. Вот такая вот деревяшка, тоже очень красивая получилась. Вот. Здесь у нас рог тоже северного оленя. Ну, он такой вот, здесь вот какие-то черные штуки есть. Это я не рисовала, это рог такой был. Олень там, видимо, терся обо что-то рогами. И вот такая вот черная тут штука. Я ее не вычищал, пускай будет как есть. Так, меряем. 100 миллиметров клинок. В обухе он 3,5. Ну, 3,2, 3,3, где-то так. И ширина у него 20 миллиметров. Вот этот нож в ножны хорошо заходит. Еще на всех ножах я раньше на якутских ножах я деревянную часть ножен сужал только по толщине, теперь я ее и по ширине сужаю. То есть видите, да, она постепенно вот в этом месте шире, чем здесь, и выглядит изящно, и чуть-чуть полегче они стали. Потому что деревянные ножны, комбинированные ножны, они всегда тяжелее кожаных, чисто кожаных. Поэтому, ну, хоть как-то тут несколько грамм выиграть. Так, значит, следующий товарищ у нас это бук.
Вот, и здесь единственное, что ощущается почему-то место склейки, то есть оно после пропитки полировки не ощущалось, а сейчас ощущается. Вот. Но я уже не буду тут заполировать ничего, ну пускай так будет. Отверстие, подгонка кожи, шов, торец. Здесь вот такой вот малыш, тоже рог северного оленя. Подгонка Больстера вот такая вот. Клинок. Значит, меряем его. Он у нас, вот этот короткий у нас 95 миллиметров в длину, ширина 19, толщина в обухе 3. Вот этот туго заходит и достается, наверное, даже туже всех. То есть надо будет привыкнуть. Так, вот это самый длинный нож, так скажем. Это у нас яблоня, дикая яблоня в лесу, добытая, дома высушенная. Подгонка кожаной части. Кое-где тут клей торчит, надо будет убрать потом. Отверстие с этой стороны. Значит, вот такой вот клинок. Подгонка Больстера. Здесь рог лося. Вот такая вот деревяха на рукояти. Так. Самый длинный почти 110, наверное 109 миллиметров он в длину. В ширину он 19, толщину он меньше 3. Ну 3,5, где-то там 3, 2,7, где-то вот так. Стой, подожди, точно? Ну-ка, подожди-ка. Да нет, он, ну, короче, может быть 2,9, там, 2,8, вот так. Так. Ну и последний, это у нас акация. Акация. Смотрим на подгонку кожи. Отверстие опять же. Здесь. Значит, на рукояти тоже акация, но торцевой спил. Очень интересно выглядит, видите, да? Тяжело, конечно, обрабатывалось, потому что торцевой. Акация сама по себе дерево, это не мягкое, а торцевой спил подавно. Здесь рог северного оленя. Подгонка вот такая вот. Здесь вот такая вот. Вот такой вот интересный получился клиночек. Тоже, кстати, гармоничной формы имеет. Так. В длину он у нас 104. Толщина, ну, наверное, где-то чуть меньше 3, 2,8. Ширина 19. Значит, тоже машинный сатин оставлен. А вот здесь вот не протерто, надо протереть. Ну, я потом протру, это, короче, следы от тряпки. Вот. То есть на всех ножах я в последнее время, на якутского типа имеется в виду, уже прям ярко выраженную линзу не делаю. То есть я делаю сначала на гриндере прямой спуск, а потом на свободной ленте, там между верхними двумя роликами, я ее залинзовываю просто, и все. Такие ножи лучше режут, по моим ощущениям. Сильно лучше, кстати. Вот, чем раньше я делал, когда прям откровенная линза, вот такие вот лучше режут.
Вот, ну, в принципе, вот все. Что-то получилось, что-то не получилось. Вот они все ребята. Вот, может быть. Все. Всем спасибо. Всем пока.